ВН. Всем большой привет, друзья! Сегодня у нас полуфинал. Кто-то считает, что это самые зрелищные игры за весь сезон, кто-то считает, что они самые сильные, кто-то говорит, что все-таки лучшая игра в году – это финал. Но тем не менее, именно здесь и сейчас решится судьба нескольких десятков талантливых, инициативных ребят, которые прямо сейчас готовы выйти на эту сцену. Я не буду вас долго задерживать, дорогие друзья. Мы начинаем КВН. Встречайте наши команды! Конечно же, сезон на фестивале, который состоялся еще в 2018 году, зашли гораздо больше команд, но вот до полуфинала дошли только самые-самые из них. Итак, давайте поближе с ними познакомимся. Команда, которая в прошлом сезоне в финале заняла, если меня не подводит память, второе место. Команда Сосново-Озерской средней школы номер 1 Еравнинский район. Золотая десятка. Команда, которая представляет вторую школу города Улан-Удэ. Вот так. Новое поколение прошлогодних чемпионов. Тунтинский район, Киренская средняя школа. Тигр. Ребята продолжают настаивать, что все-таки это город. Итак, Гусиноозерск представляет сборная средней школы номер 4. Команда также из района, а конкретно из Джидинского. Называется она «Миденс». Еще одни ребята из Улан-Удэ. Команда школа номер 49 ДНК. И Орангольская средняя школа имени Болдано. Команда КВН «Бухлёр». Ну и давайте перейдем, наверное, к представлению еще одной команды, которая сегодня присутствует у нас в зале, но не на сцене, а именно среди вас. Это команда нашего многоуважаемого жюри. Итак, сегодня у нас в жюри руководитель КВН-движения Республики Бурятия, руководитель Республиканского молодежного общественного творческого объединения «Клуб веселых и находчивых Республики Бурятия». Я могу очень долго говорить, но, проще говоря, это Чингис Болотов. Ваши аплодисменты. Один из ведущих игроков сборной Республики Бурятия, команды КВН «Харамарин», игрок команды КВН «Буряты», автор смешных вирусных видео в интернете. Тоже можно много чего наговорить. Валерий Гуляев. Идем дальше. Итак, консультант отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия. В прошлом очень известный КВНщик Алексей Тухалов. Пресс-секретарь Бурятского государственного университета Иван Логинов, наш большущий друг. Координатор российского движения школьников в Республике Бурятия Баир Шабоев. И председатель Федерации студенческого самоуправления Бурятского государственного университета Ананда Ачиров. Ну, также позвольте представить редакторов Лиги КВН, школьной Лиги КВН Республики Бурятия. Одного из редакторов зовут Аюр Бат, и сегодня он здесь с нами, но на каком-то мысленном уровне. Он подготовил эти команды. Давайте ему заочно поаплодируем.
Еще небольшая порция аплодисментов сейчас прозвучит в адрес партнеров нашего мероприятия. Министерство образования и науки Республики Бурятия. Ваши аплодисменты. Также мы от всей души благодарим, собственно, университет, огромную организацию, которая радушно открыла нам двери своего актового зала. Бурятский государственный университет. И конкретно Федерация студенческого самоуправления БГУ. Также мы от всей души искренне благодарим ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие». Наши аплодисменты в адрес Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. И громкие аплодисменты молодежному центру Республики Бурятия. Ну что ж, наверное, все формальности у нас были соблюдены, команды представлены, все благодарности высказаны. Друзья, мне, наверное, осталось только сказать одну небольшую совсем формальность. Сегодня у нас достаточно необычная такая тема игры, но, тем не менее, очень важная и полезная. У нас тема игры сегодня о том, что мы... Ага, все, и еще одна формальность. Как говорится, друзья не опаздывают, друзья искренне задерживаются. Я рад представить вам еще одного члена жюри сегодняшнего полуфинала школьной лиги КВН Республики Бурятия сезона 2018-2019. Рэпер, извини, у меня так написано, рэпер, МС, музыкант, композитор, более известный как Алихан Дзе, но на самом деле наш большой друг Алан. Ты опоздал, поэтому сидишь один, понятно? Но скучно тебе не будет, я тебе это гарантирую. Итак, дорогие друзья, я напомню, точнее вернусь к тому, что я начал говорить. Сегодня у нас достаточно необычная, очень интересная тема игры. Она посвящена у нас тому, что никто из нас не боится свиного гриппа. Поэтому, ребят, за то, что вы участвуете в игре с такой благородной темой, вам большое спасибо. Ну и, наверное, мы уже поаплодируем команду, во-первых, очень громко, друзья. И перейдем непосредственно к игре. Итак, первый конкурс из двух сегодняшнего вечера называется «Биатлон». Ваши аплодисменты еще раз. Итак, да, коротко о схеме сегодняшней игры. 7 команд принимают участие. В финал проходит только 4 коллектива. Вот такая у нас конкуренция. Два конкурса. Первый конкурс биатлон, второй конкурс классическое КВНовское приветствие. Итак, конкурс биатлон. Команды зачитывают буквально по 2 шутки в каждом кругу. В первом круге нас покидают сразу 2 коллектива с результатами 0,6 балла. Ну, а как у нас дело пойдет дальше, мы уже разберемся по ходу биатлона. Итак, конкурс биатлон. И первыми у нас стоят ребята из команды, представляющей Дзержинский район. Миденс. 2 шутки, пожалуйста. Новости чая. Принцесса Нури подралась с принцессой Канди из-за Ахмата. Вторая шутка. Курьезный случай на соревнованиях по вольной борьбе. Борец поранил ногу о кубок. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся. По-моему, у нас замечательное начало игры и биатлона конкретно. Итак, Кырен, Тункинский район, команда КВН «Тигр». 2 шутки. Девушка, у которой нет селфи-палки, тупо быстро бегает возле геологической камеры видеофиксации. Высокотехнологичная шутка. Идем дальше. Бурятского космонавта всегда палят, когда он брызгает молоком по 3 маленьким сферам, которые летают по кораблю. Большое спасибо. Теперь мы, там, по-моему, они по росту стоят даже, да? Итак, Яравнинский район,
грабители с плохой дикцией уже 3 дня не могут объяснить свои требования. На концерте Егора Крида фанатка устроила истерику из-за того, что не хочет идти в садик. Продолжаем. Сейчас у нас Орангой, Бухлер. В современной деревне, когда неохота рано вставать, ставят петуха на режим вибрации. Я даже боюсь представить, как это происходит. Дальше вторая шутка. В Орангое маленькие некрасивые пузы скидывают с горы. Да, продолжаем. КВК ДНК, школа номер 49. Мальчик с очень длинной шеей списывает сразу через 3 парты. Это он про себя сейчас. Вторая шутка. Бездомный так долго лежал в Сбербанке, что даже начал консультировать людей. Идем дальше. Школа номер 2. Доярка-борец кидает через ведро. Это она не про себя, наверное. Давай. Парень был настолько одинок, что ему даже не писал МТС и МЧС. И СОЖ номер 4, Гусиноозерск. Выходец с Тахоя впервые попробовал бургер и сказал: «Тахой вкусный бургер». В Гусиноозерске скорая помощь всегда опаздывает, аргументируя это тем, что время лечит. Открою секрет, не только в Гусиноозерске, мне кажется. Итак, уважаемое жюри, мы попросим вас Не направляйте, пожалуйста, микрофон вниз. Мы попросим вас вынести из жюри. 2 команды должны нас сейчас покинуть. Есть, конечно же, у нас штрафные круги. 2 команды, которые, по вашему мнению, произнесли наименее смешные репризы. Ну, а пока мы скажем вам о том, что сегодня у нас вот такая необычная тема игры профилактики свиного гриппа. И хочется сказать о некоторых... нет, уже все готово. Итак, жюри нужен микрофон. Сразу видно хитрого бурята. Итак, кто нас покидает? Озвучивать будет... Штрафные можно, да. Итак, озвучивать будете. Давайте я решу, кто озвучит из вас. Нет. Нет, пока что без штрафных кругов. К сожалению, на этом этапе выбывают 2 команды. Это команда Бухлер и СОЖ номер 2. Команда Бухлер и СОЖ номер 2 получает по 0,6 балла. Итак, второй круг. Здесь также нас покидают 2 коллектива и зарабатывают по 0,7 балла. Итак, команда КВН Миденс. Джидинские новости. Когда в Джиде появился интернет, джидинские гонцы остались без работы. Вторая шутка. До Джиды недавно дошел рэп, хотя джидинцы еще не отошли от тектоника. Продолжаем. Команда Тигр. У ЛЖ весь год белые ночи, белые дни, белые люди. 3-летний Игорь ущипнул воспитательницу за комочки в каше. Смотрите на всех экранах страны «Первый мститель». Продолжаем. Золотая десятка. Парень думает, что его девушка рыба, потому что была в сети 15 минут назад. И еще. Несмотря на то, что директор ТКК-14 влюбился, он не смог дарить тепло. Да, более знакомая шутка. Просто у меня так же дома сейчас происходит. Итак, идем дальше. Школа номер 49. Очень тупая курица снесла киндер-сюрприз. Еще.
Когда мама пришла с родительского собрания, Лехи уже не было. Это не конец. А был Алексей, который убрался дома и помыл посуду. Продолжаем. СОЖ номер 4, Гусиноозерск. Бездомная черепаха носит на спине коробку. На уроках религии дети выходят к доске не по списку, а по воле Божьей. Ну, на что будет воля Божья и кто нас покинет, мы узнаем из уст кого-то из представителей жюри. Итак, две команды, два коллектива получат сейчас по 0,7 балла. Напомню о существовании системы штрафных кругов. Смотрите, Алихан Дзе даже не участвует в обсуждении, просто человека игнорирует. Ну а пока мы напомним о том, что в рамках профилактики свиного гриппа требуется почаще, рекомендуется почаще, как можно чаще мыть руки. И самое главное, кашлять себе вот не в ладошку вот так, а в локоть, чтобы не заразить никого при рукопожатии. Это все, что я знаю о свином гриппе, поэтому прошу жюри уже поскорее определиться. Я понял, там кто-то яравнинский, кто-то тункинский, они вот решают, кто уйдет сейчас. Итак, жюри готово. Вот, собственно, дождались мы штрафных кругов. И штрафной круг у нас проходит команда Джида, Тумка и СОЖ номер 4, Гусинка. Итак, штрафной круг для трех команд. Команда КВН Миденс. Одна шутка. По одной шутке. Цыпленок с тремя ногами всегда на шаг впереди. Шутка от Тумки. США в программе «Что, где, когда» выносит афроамериканский ящик. И Гусиноозерск. В Гусиноозерске даже подушка безопасности может быть опасной. Ну что стало понятней? Нет, да? А у нас покидает, к сожалению, команда Тигр и команда СОЖ номер 4. Команда КВН Тигр и СОЖ номер 4 получают по 0,7 балла. Итак, у нас полуфинал биатлона. Сейчас мы попрощаемся только с одной командой, которая получит 0,8 балла. Итак, Немажак, Миденс, прошу. Лайфхак. Буряты, чтобы не биться мизинцем об углы, живут в степи, в юрте без мизинца. И вторая шутка. Во время пожара жена успела вынести мужу мозг. И равно. Очень одинокой девушке звонит только будильник. Во время плохого выступления бурятский биатлонист пошел на второй круг, чтобы повесить химори. И школа номер 49. Армянские селекционеры вывели новый вид киви, который бреется перед появлением девушки. И еще. Классный руководитель, который не любил детей, называл их не по имени, а по кликухам. То есть меня мой классный руководитель не любил, понятно. Итак, одна команда сейчас уходит, которая получит 0,8 балла. По-моему, жюри уже очень быстро все решили. И нас покидает команда СОЖ номер 49. Школа 49 получает 0,8 балла. Итак, наглядно на нашем биатлоне мы говорим, что размер это не главное. Итак, в финал выходят у нас Джида и Равна. Миденс, прошу.
Гепард, который бегал за идиотами, даже не подозревал, что об этом напишут песню. Хорошо, еще одну. Директор завода шампанского не может его открыть. Яровна. Жена директора китайской кухни требует у мужа новый айфон, шубу и машину. В общем, раскатала баба Губаджоу. И вторую. Грабители банка одели порванные колготки, но под штанами их никто не заметил. Итак, победитель получает 1 балл. Можно еще по одной? Да, давайте еще по одной. Да, кажется, не на школьной лиге должна звучать фраза «давайте еще по одной», но тем не менее. Итак, еще по одной шутке, Миденс. Ястреб, который боится высоты, летает с парашютом. Золотая десятка. Очень предприимчивый спортсмен толкнул ядро на рынке. Стало яснее. У них еще есть, если что. По последней шутке можно попросить их. Давайте еще по одной. По одной, по самой смешной. По самой смешной. Найдите там из того, что осталось. Итак, одна шутка. Миденс. Беззубая пиранья не растерялась и сделала заточку. Суровые реалии жизни GDM. Яровна. Проводника ударило током, теперь он электропроводник. Ну, мудрым решением жюри, все вместе мы решали, сразу говорю. Всем по 0,9 баллов. Всем по 0,9 балла. Ну что ж, отлично, проходим за кулисы. Никто у нас не взял 1 балл ровно. Интрига, как говорится, бешеная у нас сейчас. Давайте поаплодируем командам очень громко. Кто-нибудь, может быть, нам принесет микрофон. Ну, давайте так сделаем, так будет попроще. Итак, дорогие друзья, второй конкурс. Второй конкурс у нас сегодня, как я уже говорил, классическое КВНовское приветствие. Но так как конкурсов всего 2, то за приветствие, эта информация для жюри, у нас максимальный балл не 5, как обычно бывает, а 6 баллов ровно. Приветствие обычное КВНовское с хронометражем, ну, примерно 5 минут. И именно это будет, наверное, уже и решающий наш конкурс, хотя и из биатлона мы увидели примерно несколько стартовых позиций. Ну и так конкурс-визитка начинается, и открывает его команда «Золотая десятка». Встречаем! Да, у меня есть. У меня рука не имела. А почему? Да я с командой НДК со всеми поздоровался. О, красавчик! О, кстати, я же теперь же в платную школу хожу. И чё, как? Ну все так же, только теперь за то, что ругают, платить надо. Так, ребята, есть у нас что-нибудь по теме? Я знаю, почему Юлька из 8 класса заболела. Почему? Так, бата, хватит. И вообще нам нужно думать, как пройти финал. Я знаю, как пройти финал. Надо подкупить жюри. Ты хочешь подкупить жюри булочкой? Нет, я просто нервничаю. Ведь
Ну так давайте проверим финал честно. Ну давай. Тогда поехали! Тема сегодняшней игры «Нам не страшен свиной грипп». Забастовка хрюшек. До свиньи черёта. Почку катят на меня, птичий грипп уже прошел. До свиньи черед дошел. Не болею я ничем, и при чем вообще тут я? Благодарим Монголию, подложили нам свинью. Я свинья, мы друзья, мы звезда. Мы семья, мы звезда, мы свинья. Вы что здесь свинарник устроили? Да ладно тебе, мы же свиньи. Я вот только с птицефабрики пришел, у них там все нормально. А, кстати, сегодня сухой паёк не получит Дашиев. А почему опять я? Я и так сам их утащил. Вот лучше бы сам отказался. Он на тебя уже абсолют топор точит. А вы знали, что в одной деревне свинья прожила до 60 лет и умерла своей же смертью? А, фигня все это! Вообще! Алло, ветеринария, тут у нас кабан заболел. А не, все нормально. Вы что меня поставили? Свиньей буду, не забуду. Я свинья. Что-то мы с ним как-то по-свински поступили. Да ладно тебе, мы же свиньи. Итак, давайте представим, как парни готовятся к 8 марта. Пацаны, смотрите, короче, что я Машке на 8 марта подарю, чтобы отомстить ей за 23 февраля. Короче, я ей подарю открытку, написанную левой рукой. Еще подарю ей туалетную воду. А что за бренд? Ну, я тебе говорю, просто туалетная вода. О, ничего себе ты злодей! А что за честь ты рассказывай? Подожди. Еще я подарю пудру из дорожной пыли. Еще расческу из жвачки. Да рассказывай, что она тебе сделала. Но она на 23 февраля отправила видео и сказала, смотри до конца, в конце будет сюрприз. Вот смотрите. О, какое милое видео! Да там просто тупо пожилой хомяк смотрит на камеру 10 часов и все. Вот она негодяйка! И что бы хотелось бы сказать в конце? Подожди, Батер, у меня же брат в БГУ учится. Можно я ему передам пару слов? Давай. Эх, из-за тебя меня заставили корову забивать. Ты чё не приехал? И теперь у меня ранняя психологическая травма. Ну а с вами была команда КВН «Золотая десятка». Спасибо. Ну что ж, это была команда Сосново-Озерской средней школы номер 1 «Золотая десятка». А мы продолжаем. Средняя общеобразовательная школа номер 2, город Улан-Удэ. Команда КВН «Вот так». Тут должен был быть большой танцевальный коллектив, но свиной грипп не щадит никого, в том числе и нашу команду. На фестивале было так. А сейчас? Единственный, кто сейчас не болеет, это наши родители за нас. Ведь прямо сейчас они на концерте Филиппа Киркорова.
А для полуфинала я научусь играть на флейте. И как нам это поможет? Сейчас в штанину Валерия Гуляева залезла кобра. И если за полуфинал нам поставят плохие оценки, то я продолжу играть. Кстати, недавно мы сняли новую версию Адель Челлендж. Давайте посмотрим. А я для полуфинала приготовила стихотворение. Угадайте, что за поэт. Ты любишь этот дым, дым, дым. А я не помню, как тебя нашел. И знаешь, это ты. Мой вечный поджог, мой вечный поджог. Это же песня Лёши Свика, а не стихотворение. Ты еще скажи, что это не стихотворение. Спулое, мулое, ниговочка, мулое. Так, успокойтесь. Давайте уже начинать. А чтобы привлечь внимание абсолютно каждого зрителя, все повторяйте за Настей. Повторяйте. Не получилось? А если хотите узнать секрет этого фокуса, досмотрите миниатюру до конца. Каждый год ужесточают требования на ЕГЭ. Итак, через 10 лет в одной из школ. Давайте. Ну что, малец, выбрал предметы на ЕГЭ, которые будешь сдавать? Ага. Ну, увидимся через 5 лет. Иди. Есть там кто еще? Давай сюда их. Когда девушку бросает парень, она меняет свою прическу. Давайте посмотрим, как это выглядит. Наша школа находится через дорогу, поэтому путь до игры очень легкий. Но у нас всего 3, и мы девочки, поэтому путь до финала очень сложен. Но мы надеемся, что пройдем его до конца. На сцене было вот так. Спасибо! Команда КВН «Вот так». Ваши аплодисменты. Теперь я знаю, что цветные прически мне не идут. Продолжаем.
Горячие приветствия в сегодняшнем полуфинале от команды Центра дополнительного образования детей Джидинского района. Миденс, ваши аплодисменты. Кстати, друзья, в Джиде съели всех свиней. Зачем? Ну, чтобы свиного гриппа не было. Ох, не дай бог начнется птичий грипп. А чтобы пройти финал, мы взяли абсолютно разных людей. Вот даже сына начальника джидинской бензоколонки Эрдени. Эрдени, тебя папа с бензином отправил? Нет, меня папа с бензином отправил. Запись. Ну ладно, я пошел. Куда? Не важно. А также с нами приехала Ратна, и она приготовила песню. Песня деревенская. Едем по следам любого, узнавать умею я. И барана, и корову, я сестренка пастуха. Летом никуда не езжу, за баранами слежу. Нужно ведь и заработать, чтоб учиться в ЭГУ. Ну что ж, продолжаем знакомство. Срочно выйди, не мажав на сцену, пожалуйста! Юрий Домбай, у вас кто-то с машины бензин сливает? Мать моя хочет такую невестку! Привет, храброе сердце! Вообще-то меня зовут Дарья. Даша, солнышко мое, ты согреваешь меня своими лучами! Ах, вот почему ты такой черный. Не нажал. Меня нету. Где не нажал? Не нажал, выходи. Да опять Сталин. Немажа, это кто? Это, короче, старый человек в нашем классе. Почему ты замочил тряпку и не вытер доску? Я пойду тебе директору жаловаться. Ладно, сейчас подожди. Ладно, протяну. Че, стоите, давайте начинать. Поехали! Первая миниатюра – волейбол в Джидинской степи. Вот сейчас бы, если бы еще мяч был, тогда бы... Итак, давайте представим, что было бы, если бы Шерлок Холмс был бы рядом. Уважаемый Шерлок Холмс, и что же мне теперь делать? Не, ну это слишком сложно для меня. Вам вдаться надо. Миниатюра – самый быстрый макияж. Алло, ты уже приехал? Сейчас я накрашусь и через 2 минуты выйду. Черт, что же делать, не успеваю накраситься? О, Даша, помогай! Спасибо, я тебе перезвоню.
Опять битбокс. Опять битбокс со свистом перепутал. У меня здесь сестра? Есть. Это команда Грэмми Дэнс? Да. У меня здесь сестра, можно я быстренько спрошу? Извините, пожалуйста. Извините. Извините, пожалуйста. Извините. Извините. Резко лунную походку сделают. Привет, родная. Как мама? Мама? Это понятно. Как бабушка? Это понятно. Как дедушка? Дедушка? Это понятно. Ты мясо мне привезла? Да. Где оно? В гримерке. Все. Спасибо. Извините, пожалуйста, видите. Еще вопрос задам, можно? Как дела-то? Это понятно. Картошка там есть? Да. Все, ништяк, ладно. Жида! Молодцы! О, кушать захотел очень сильно. Ну а все-таки хотелось бы сказать в конце, что Бурятскому государственному университету вернули на имя первого бурятского ученого Дажи Банзарова. И Дажи Банзаров является моим земляком, то есть он из Жидинского района. Тогда, получается, мы играем почти на родной земле? Ну да. Ну а в конце... Ну а перед вами выступала команда КВН Медэнс. Спасибо. Да, я предлагаю громко аплодировать абсолютно всем командам, вне зависимости от ваших болельщических предпочтений. Все волнуются, друзья. Ну и вкратце также добавлю я от себя о теме игры. Одна из мер профилактики, для чего мы вас, собственно, здесь собрали, рассказать о том, что в рамках профилактики гриппа ни в коем случае нельзя массово собираться, друзья. Итак, продолжаем конкурс приветствия. Киренская средняя общеобразовательная школа. Команда КВН «Тигр». Долго ждали и рыдали, поиграть мы так мечтали, красиво здесь стоим, красиво песню вам заливаем, после всей игры. На маршрутке домой мы все улетаем, красивые шумы, красивые сидели здесь, сами одна игры вдвоем. Мы бутылки с водой на столе расставляли. А это что за песня? У нас же тема «Нам не страшен свиной грипп». Ну да, есть такое хорошее правило. Если хочешь болеть, тогда не иди туда, где много людей. Но мы поаплодируем тем, кому не страшен свиной грипп, а точнее добровольцам БГУ. Вон они в красных жилетках сидят. Привет! Ну что ж, здравствуйте, МНД и оставшимся 80% анил-хосе. Чё нужно все корейский знают? Да по-любому здесь у всех родственники есть, которые в Корее работают. Как твой дядя Юр, тетя Белигма, брат Аюр, сестра Аюр. Ну, Булат, не вздумай надо мной издеваться. Я ж твой капитан, бойся меня. Я ведь могу рассказать Ксюше, что она тебе нравится, и она тебе руку укусит. А Марсан же спокойно стоит. Даже Амарсан. Пусть ее. Лучше покажите миниатюры. Без проблем. Типичный пятиклассник создает новый аккаунт ВКонтакте. Поставлю какую-нибудь фигню на аву. Мать Таноса, а ну выходи из воды, у тебя уже вон губы фиолетовые. Остановитесь! С такими миниатюрами мы максимум в Сибирь вернемся. Это почему же? Потому что домой через Иркутскую область. А что, если дальше пройдем, не вернемся, что ли? Не беспокойтесь, мы точно победим. Потому что я дочка Таламбаева. Докажи! Смотри на экран. Знаем мы таких дочерей. Даже Юрий. Ты внучка Цветенова, из Болотова Чингиса КВН вела, и с Алиханца на каруселях каталась. Ты чё, вот терпи,
удачи. Что? А, на удачу. Хорошо, повисите на линии, пожалуйста. Шеф, тут на удачу брызгают. Примите. Да пусть подождут. Я тут уголковую проблему решить не могу. Вам была представлена миниатюра рабочей группы по борьбе с пробками на элеваторе. Шоу «Угадай место» в Улан-Удэ. И с вами снова шоу «Угадай место в Улан-Удэ». И с вами, как всегда, 3 игрока. Вон те 2 парня в шапках и 1 парень без головного убора. Итак, мы начинаем. Первая картинка. Смотрим на экран. Восточный. Да. Тынь-тынь, 18-й. Нет. Тынь-тынь, 200-й. Да. Тынь-тынь, Шишковка. Нет. Тынь-тынь, энергетик. Верно. Вот это Шишковка. Тынь-тынь, Нафика. Ага. Верно. Тынь-тынь, Сосновобор. Неверно. Тынь-тынь, Девиска. Нет. Тынь-тынь, Солдатский. Абсолютно верно. Тынь-тынь, Стеколка. Нет. А может это Сотникова? Нет. Тынь-тынь, 110-й? Да. Следующий тур будет, когда я отредактирую фотки. Ну и закончим мы хорошей мыслью. Если смотреть на выступающего более 6 минут, он вам разонравится. Сколько у нас? 5:45. Пиши скорее. Спасибо. Команда КВН «Тигр», Карелская средняя школа, чемпионы прошлого сезона школьной лиги КВН Республики Бурятия. Идем дальше. Финалисты прошлого сезона. Команда КВН СОЖ номер 4 города Гусиноозерска. Сборная СОЖ номер 4. Поехали. 3, 2, 1, 4. СОЖ номер 4. Полуфинал! Мы этого так долго ждали! Сегодня кто-то точно окажется в финале! И спали днями и ночами, шутки писали! Сейчас Гусинка устроит вам шоу в зале! Мы приезжаем, выступаем, и зал качаем! И в БГУ мы каждого студента знаем! Ну что ж, ребята, приготовьтесь, ведь мы в игре! Улан-Удэ, встречай Гусинку в феврале! Привет, Улан-Удэ! И еще раз добрый вечер, дорогие друзья. На сцене СОЖ номер 4 из Гусиноозерска. И за эти 3 месяца без КВН у нас очень много чего изменилось. Вот, например, Арслан, у тебя что нового? Ну, на Сагалом я ездил к бабушке и, как полагается, преподнес ей хот-дог. Может быть, хода? Не, хот-дог. У нас так принято. Ты, кстати, Арслан, во время карантина где был? А то мы тебя найти не могли. Но я же в больнице лежал, стал донором жира. И где теперь весь твой жир? Да вон у Баирки. Новенький. Пацаны, замечаете? Че, кроссовки новые? Не, ну замечаете? Постригся, что ли? Я же это, кружиться научился. Так, все, парни, давайте вернемся к игре. Как всем известно, фавориты этого полуфинала «Золотая десятка» из Яравны. И чтобы нам победить яравнинских, нужно думать как яравнинские. Ага. Ты почему домой не приезжаешь? Меня и так бабушка жестко кормит. Я еще больше стал. Кстати, вы, наверное, не знаете, да? Мы же самые жесткие пацаны в Гусиноозерске. К нам даже учителя на «вы» обращаются. Вот так и говорят. Вы двоечники, вы безответственные. На, нычи. Здорово, парни, а какая тема игры? А тема этой игры «Нам не страшен свиной грипп».
мало свинина. Ну тогда до свидания. Георгий, ты куда пошел? Мне нельзя связываться с такой темой. Гоша, встань на место, пожалуйста. Ребят, вы, наверное, слышали, что недавно в Абсолют завезли больше тонны зараженной колбасы. От нее даже свиньи гибнут. Yes! Ну что, Кусинка, погнали! Ладно, по взглядам вижу. Найдем мы нормального хореографа. А мы начинаем. И, как всем известно, на бурятском языке слово «ху» имеет три значения. Это человек, сидеть и молоко. Итак, самый пафосный учитель бурятского языка. Все вместе записываем. Ху, 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 ху. Очень странный случай в Кусинозерской маршрутке. Передайте за проезд, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, проезд. А вы что, серьезно? Ну да. А что такого-то? Ну ладно. Возьмите, пожалуйста. Друзья, и что бы хотелось сказать в заключение? В Досане нам сказали, что мы обязательно должны выиграть в год свиньи. А в моем Досане нет такого года. Гоша, не подводи, пожалуйста. Полуфинал мы отыграли, шоу показали. Пройти финал нам нужно, зрители все так сказали. А если вдруг сегодня дальше вместе не пойдем, то чемпионство никогда домой не привезем. Поэтому нам нужно дальше вместе проходить, чтоб чемпионство наконец-то домой привезти. Поэтому мы не устанем говорить, чемпионами нам точно нужно быть. Спасибо! Сош номер 4, город Кусинозер. Давайте еще раз поаплодируем. Большинство приветствий мы уже с вами посмотрели. Итак, команда из населенного пункта, куда я лично очень люблю приезжать. Итак, команда Бухлер, Арангойская средняя школа. Сборная Арангоя на полуфинал заряжены! Ну чё, как вам наши арангойские позы? На сцене сборная Арангоя. Здравствуйте! Молодой человек, это мое место. Извиняюсь, я уже вхожу. Дорогие друзья, на самом деле в Арангое есть два развлечения. Гербалайф и КВН. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. Хочешь обрести финансовую независимость? Родись вторым ребенком в семье. Ладно, давайте лучше знакомиться. Это Снежана. Расскажи о себе. Не дали имя в честь снега. Это потому что типа Снежана от слова снег? Нет, потому что я черная, как снег на кирзаводе. Это Илюжана. Кстати, а кто дал тебе такое интересное имя? Короче, мама с папой спорили, какое имя мне дать. Но потом пришла бабушка Елемжана и порешала этот вопрос. Фу, слава богу, она пришла раньше бабушки Панцыгмы. Кстати,
тебя раньше здесь не видел. А меня зовут Жирал Сахар Леонидович. Почему? Потому что я родилась в 2010 году, когда новый глава издал указ всех детей назвать в честь него. Да-да-да, я люблю пошалить. Ребята, голова идет. А хотя кто он такой? Здравствуйте, я глава Орангоя. Официально заявляю словом вождя, что фабрики рабочим земли для нас 100 гектаров. Вперед, Орангой, и только вперед! Простите, я тут. А почему наш глава такой маленький? Да потому что я спончик, и меня все любят. Вот и выбрали. А что вы сделали для нашего поселения? Я построю в Орангое такую огромную качелю. Напишу на ней слово «экономика» и раскачаю экономику Орангоя. Вперед, Орангой, и только вперед! Ох уж этот глава. Девочки, спойте что-нибудь. В Орангое нет реки, нету озера в степи, нет степи, где же воду мы берем? Спросите, мы дождя все очень ждем, а зимой снег растаявший вода. Ой, я слышу женское пение. Бегу, мои девчули. Привет, меня зовут Золотов Шарыл Серхан. О, ты тупенькая. Люблю таких. Ой, еще одна девчуля. Бегу. О, две девчули. Да что вы со мной делаете? Я же разрываюсь между вами. Так, Золотов, что ты тут устраиваешь? Личную жизнь не мешайся. Вообще-то, как говорил Маяковский, нельзя говорить на школьном КВН. Все, Золотов, иди отсюда. Все, не гунди там. Ну что, сборная Орангоя, зажжем? Ко мне недавно мальчик подкатывал и делал вот так. Не ведитесь. Итак, давайте представим, что гриб эволюционировал и превратил всех в зомби. Тот же гриб заразил всех. Что мы будем делать? Я не знаю, Самбу. Мне врачи сказали не заниматься самолечением. Кстати, посмотрел «Жить здорово» с Еленой Малышевой. И что? Мне кажется, ей нужно завязывать. С чем? С телевидением? С медициной? А я знаю, как вылечить всех. Ну и как? Просто следовать инструкциям, которые висят в школе. Создана при поддержке Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Уважаемый жюри, если мы пройдем финал, то мы подарим вам сертификат на прелестные улыбки. Вот видите, вы уже в долги влезаете. А для вас выступала сборная Орангоя. Мы из маленького поселения, но с большим сердцем. Будьте здоровы!
последнее на сегодня приветствие и, в принципе, наверное, закрывает не только наш второй конкурс, но и закрывает весь полуфинал. Команда КВН 49-й школы города ЛНД, ДНК. После 23 февраля наша команда разделилась на 2 лагеря. После таких подарков на 23 февраля я никогда не буду играть с ними в одной команде. Ой, да, а что вы нам дарили? Шоколадки, тортики, конфетки. В этом году вообще бузы. Спасибо, кстати. Да вы просто хотите, чтобы мы стали жирными. Да еще год свиньи. А вы, девчонки, всегда чистые, опрятные, от вас вкусно пахнет, ходите такие красивые. И вообще, вы мне нравитесь. Да вы знаете как? Мы выбираем вам подарки. Мы заморачиваемся. Девочки, мы скинули 500 рублей уже сегодня в наручные часы для наших мальчиков. А как вы выбираете? Дайте мне 12 браслетов Пандора. А, продуктовый? Тогда давайте вон те пряники. А еще вы, девчонки, двуличные. Вот как вы при нас кушаете. А как с подругами? А вы, парни, самовлюбленные эгоисты. Например, Саша не подарил ни одной Валентинки. В смысле не подарил? Подарил себе, мне и ему. А еще этому красавчику. Пошел вон. Он нам тоже не нужен. Юрий, я с вами постою. Здесь стоят те, которые не туда и не сюда. Да вообще Значит, играем по отдельности. Да без проблем. Все современные популярные танцы были придуманы не просто так. И мы решили их расшифровать. Итак, первый танец, когда в ушах застряла вода. Следующий танец, когда пытаешься растянуть маленькую кофту. И третий танец, когда потерял телефон. Да ладно, это по вашему номеру. У нас есть номер получше. Мы записали переписку наших родителей в WhatsApp. Внимание на экран. Вот это 14 февраля, вот это Хэллоуин, а? Мы к этим праздникам вообще какое отношение имеем, а? Я считаю, это все, это за***ание. Смотри, смотри, Ну что ругаться-то? Ведь нам без них никуда. подкаблучник! Да поймите вы, они хорошие, добрые.
вообще нам скоро у них ОГЭ списывать. Головой-то думайте. Со мной сидеть будешь. Так, ладно, давайте заканчивать. Ну что ж, это было крайнее приветствие сегодня. Команда ДНК, собственно, Сергей, давайте сейчас поаплодируем ребятам. Ну и все конкурсы у нас сегодня сыграны. Я прошу все команды выйти на сцену под ваши громкие аплодисменты. Я напомню, что у нас максимум за приветствие 6 баллов. Также напоминаю членам нашего многоуважаемого и самого компетентного в мире жюри, что у нас есть сегодня 5 номинаций. Мисс КВН, мистер КВН, лучшая шутка игры, лучший звукооператор и лучший конферансье. Итак, эти 5 номинаций также мы просим распределить между всеми командами. Ну а пока давайте быстренько пробежимся еще раз по составу участников. Итак, сегодня в полуфинале школьной лиги КВН Республики Бурятия сезона 2018-2019 принимали участие команда КВН «Золотая десятка». Команда КВН «Вот так». Команда КВН «Миденс». Команда КВН «Тигр». СОЖ номер 4 Гусиноозерск. Рангойская школа «Бухлён». И СОЖ 49 команда КВН ДНК. Итак, напомню, что по сумме баллов у нас финал из 7 коллективов, которые сейчас стоят на сцене. Из этих 7 талантливых команд, талантливых ребят, только 4 команды пройдут в финал. Поэтому я считаю, что прямо сейчас, как никогда, важно, чтобы у нас были правильно подведены итоги. Но жюри, конечно, будет ориентироваться исключительно на свое мнение. Но ориентироваться также необходимо будет и при определении победителей по номинациям. Это мисс и мистер КВН. Это лучшая шутка игры, лучший звукооператор и лучший конферансье. Ну а пока давайте поаплодируем также партнерам нашего мероприятия. Это Министерство образования и науки Республики Бурятия, Бурятский государственный университет, Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие». Партнером мероприятия и всего КВН-движения Республики Бурятия выступает Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. И ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия». Давайте поаплодируем. Итак, уважаемые жюри, как мы поступим? Сперва оценки, потом номинации. Но я думаю, лучше сперва номинации, да, раздадим или как? Давайте сперва оценки, хорошо. Оценки так оценки. Итак, оценки за конкурс приветствия. Первыми на сцене свое приветствие показали ребята из Яравнинского района, Сосновоозерская школа номер 1, «Золотая десятка», максимум 6 баллов. 3 пятерки, 4 четверки. 3 пятерки.
пятерки, 4 четверки. Идем дальше. Вторыми команда КВН «Вот так», СОЖ номер 2 «Улан-Удэ». 3 пятерки, 4 четверки. Мы это учитываем, Валера? Нет, наверное. Итак, третьими команда «Миденс», Джидинский район. 1 четверка, 2 пятерки, остальные шестерки. 1 четверка, 2 пятерки, остальные шестерки. Дальше «Тигр», КРЕН. Все судьи 6 баллов, единогласно. Команда КВН СОЖ номер 4, Гусиноозерск. 1 четверка, 2 шестерки, 4 пятерки, 1 шестерка, 2 шестерки, 1 четверка, 2 шестерки и 4 пятерки. Далее, следующими на сцене Бухлер, Орангойская средняя школа. 3 шестерки, 4 пятерки. 3 шестерки, 4 пятерки. И закрывали конкурс приветствия команда КВН ДНК, СОЖ 49 «Улан-Удэ». 2 пятерки, остальные шестерки. 2 пятерки, остальные шестерки. Ну что ж, и пока счетная комиссия у нас подсчитывает средний балл за конкурс приветствия и складывает его с биатлоном. Ну, если у кого-то пятерка по математике, то можете уже посчитать. Лично у меня была 3. Итак, наверное, уважаемый жюри, такой вопрос. Есть ли у вас микрофон там? Есть. Отлично. Ну, тогда попросим вас поделиться своим мнением об игре. Алдар Дугарон, он же Алихан Зе. Привет всем. Видимо, мне так показалось, что карантин сказался на общей подготовке, видимо, не было времени, эпидемия, все такое. Но Тулкинский район эта эпидемия обошла, видимо, просто «Тигр». Меня сегодня поразил. Это я хотел отметить. А в остальном, ребята, молодцы, все круто, мне было очень весело. Оценки я ставил как мог, я не смотрел на ребят, видели, да? Я сам. Если раньше я как-то бывало, что смотрел, потому что, делал вид, что не все понимаю в КВН, сейчас я все сам ставил. Так что всем спасибо. Всем здрасте еще раз. Давайте поаплодируем еще раз командам. Несмотря на лютые морозы, долго кто там не учился, потом, несмотря на карантин, не учились, но готовились. Некоторые мало, некоторые больше. У некоторых команд была такая, было такое, да, очень часто наблюдалось. Неотрепетированность, несыгранность, что, в принципе, повлияло на наши баллы. Хочется отметить команду, конечно, Тулкинского района, прям вообще. Ребята идут по второму пока чемпионству на самом деле. 49-я школа, да? Вам, конечно, надо... Вы очень стильная команда, на самом деле, тоже очень отрепетированная. Еще юмором надо уплотнять свое выступление, и вообще все будет здорово, на самом деле. Да. Очень порадовала команда Бухлер, на самом деле. Вас много, вы создали массу, и причем смешная масса была. В общем, я рад, что до сих пор в обойме такие команды, как Миденс и Золотая десятка. Молодцы. В принципе, уровень сохраняется, десятка можно все равно поднажать. Миденс молодцы, как всегда, на уровне. И хочется еще отметить школу номер 2, главная команда КВН «Вот так». В прошлом году же девочки не играли, да? А играли, но вот в прошлом году у вас было больше. Сейчас вас не покинули, но я надеюсь, у вас еще все впереди, а так
запал, порох в пороховницах, как говорится, еще есть. Еще раз всем спасибо. Было над чем посмеяться сегодня. Спасибо большое, Алексей. Так, мнением об игре с нами поделится Валерий Гуляев. Всем привет еще раз. Что хочу сказать, что игра была непредсказуемая для меня. Я делал совсем другие ставки, но как сложилось, так сложилось. И, командам что пожелать? Готовьтесь больше, репетируйте и все. Всем спасибо за настроение. Друзья, всем добрый вечер. Команда Чиров, ваши аплодисменты, друзья. Меня зовут Ананда, я учусь в БГУ. Очень много было шуток про БГУ вообще в целом, да, и про болезни. Давайте не договоримся, что мы не будем болеть, что ваша подготовка не будет от этого никогда страдать. И очень было приятно видеть команда КВН «Тигр», вы наши чемпионы школьной лиги, да? И это ребята, по-моему, вообще я их не видел в том году. И либо видел, только не на ведущих ролях. Очень приятно видеть молодых, амбициозных и очень красивых. И, ребята, вы все очень крутые, спасибо, что приготовились. Мы всегда рады вас приветствовать в стенах нашего альма-матера Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. Спасибо. Чингис Болотов. Ребят, большое спасибо, что участвовали в полуфинале. И главное, хотел бы сказать, сейчас, естественно, это первая игра в сезоне школьников в этом году, но самое важное, она оказалась такой очень нервной. И самое важное, наверное, как-то болезнь все-таки сказалась. И может где-то на качестве. Я знаю, что вы можете гораздо лучше, сильнее, мощнее, ярче. Тем не менее, сегодня, где-то я остался доволен, где-то недоволен, но, конечно же, больше рассчитывал на ребят золотой десятки, на ваше качество, на бронебойность, но все-таки где-то показывает, что надо готовиться, времени было достаточно много, буквально 4-5 месяцев. Никогда нельзя ссылаться на то, что есть какие-то болезни, есть какие-то проблемы. Всегда идите к цели, к намеченному плану, к тому, к чему вы загадали желание, к тому идите всегда ровным путем. И я так понимаю, что сегодня как раз-таки одной из самых подготовленных и стабильно готовящихся к игре оказалась команда из Тункинского района «Тигр». Вот это правильно, я поздравляю вас. Ребята действительно живут далеко, они приезжают с Сибири, из Дальнего Востока, потом снова в Дальний Восток возвращаются. И также им придется обратно возвращаться. Большое спасибо командам за рост в этой игре, в этом полуфинале. Мы, прямо, наверное, многие отмечают, что большой скачок вперед сделали команда из Оранго и команда из 49-й школы. Большое спасибо. Очень много интересных новых идей, главное, новые люди появились. И что хочется отметить, что, ребята, вам всем желаем удачи. Мы сами не знаем цифры, не знаем, как все сейчас произойдет. Но главное, финал состоится уже в апреле. Финалисты, кто пройдут, вам желаю мощнейшей, скорейшей подготовки, прям собраться и удивить нас в финале. Спасибо. Ну что ж, и еще одно мнение в игре. Иван Логинов. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо, Юрий. Впечатление, я думаю, не нужно, каждый об этом свое оставил. Сегодня была замечательная игра, отличные ребята, прекрасные ребята. И Чингис Аякович сегодня об этом скромно умолчал. Но каждый участник игры, каждый участник КВН, он прокачивает свои собственные качества, умения. Я думаю, вы с этим сегодня все столкнулись, по крайней мере, многие. Это видели в зале, что тяжело на сцене выступать, тяжело говорить, взаимодействовать со зрителем, но у меня есть, помимо того, что я в БГУ работаю, маленькая скромная государственная должность, и по себе знаю, что это необходимо качать, необходимо этим заниматься. Поэтому ура, ребята, я желаю вам удачи и будьте самими собой, будьте такими же классными, замечательными. И еще тебе, да? Хорошо. И еще один маленький нюанс. Я всегда знаю, что за каждой командой есть тот человек, который идет, помогает. Обычно это женщина. Так получается, что у нас школа с женским лицом.
И в качестве, приоткрывая небольшую завесу тайны, в качестве утешительного приза я хочу, вот наверняка у вас есть такая женщина, подарить этот сладкий приз СОЖ номер 2 вот этой вашей женщине, которая вам помогает. И давайте похлопаем и поблагодарим наших учителей. Спасибо. Большое спасибо команде. Пока Иван идет и дарит подарки, у нас есть еще один подарок от движения школьников России. Но хотел бы сразу объявить о том, что сегодня командам пришлось очень сложно, потому что сегодня мы провели эксперимент, они играли с включенным светом в зале. Обычно свет выключается, и зрители чувствуют себя психологически комфортнее, и поэтому смеются гораздо, наверное, громче, когда выключен свет. Но сегодня командам пришлось не по-детски потрудиться и вот столкнуться с таким жестким экспериментом. Это все потому, что мы хотим сделать финал телевизионным и снимать его. Поэтому такая вот процедура. Ребятам давайте скажем спасибо, вы справились, очень сложно, но справились. Спасибо за игру. Ну и еще одно мнение об игре. Это представитель нашей коллеги из жюри решил сказать свое мнение об игре со сцены. Итак, Баир Шабоев, ваш аплодисмент еще раз. Ну что ж, здравствуй, школьная лига КВН Республики Бурятия. Отлично, настроение хорошее. Я получил море эмоций. Спасибо вам. Уважаемые молодые КВНщики, спасибо вам, зрители, что пришли в понедельник на такое знаменательное событие. Давайте друг друга еще раз наградим аплодисментами. Спасибо вам, спасибо вам. И сегодня мы бы хотели наградить по 5 номинациям отличившихся. Итак, победителю в номинации «Лучший конферансье» на полуфинале 14-го сезона школьной лиги КВН Республики Бурятия дипломом награждается Баир Базаров, СОЖ номер 4, город Кузнецов. Победитель в номинации «Лучший номер» на полуфинале 14-го сезона школьной лиги КВН Республики Бурятия награждается команда КВН «Тигр». Крымская средняя общеобразовательная школа. Дипломом победителю в номинации «Лучший КВНщик» на полуфинале 14-го сезона школьной лиги КВН награждается Виталий Син, Крымская средняя общеобразовательная школа. Диплом в номинации победителю «Лучшая КВНщица» на полуфинале 14-го сезона школьной лиги КВН Республики Бурятия награждается Кедровская Дарья Джеда. И в номинации «Лучший звукооператор» на полуфинале 14-го сезона школьной лиги КВН Республики Бурятия у нас дипломом награждается представитель из 49-й школы. Спасибо большое. Ну что ж, большое спасибо Баиру. Также я объявляю, что каждая команда, участник полуфинала, получает сертификат на большую пиццу от Дзен Пиццы. Ну что ж, наверное, у нас осталось только выставить, только посчитать оценки. Уважаемые жюри свои баллы уже поставили и о чем-то совещаются, да? Итак, оценки. Попросим счетную комиссию нашу озвучить средний балл пока отдельно за конкурс приветствия. Курбор Ильчинов, прошу. Средний балл за конкурс «Визитка»
4,4 балла «Золотая десятка». Команда КВН «Вот так» 4,4 балла. 5,1 балла Гусиноозерск. 5,4 балла команда КВН «Миденс». 5,4 балла команда КВН «Бухлер». 5,7 балла команда КВН «ДНК». 6 баллов ровно команда КВН «Тигр». Ну что ж, это были только оценки пока за приветствие. Пока только за приветствие. Теперь давайте послушаем общий итог игры и сумму баллов за все два конкурса, начиная, наверное, с самого наименьшего показателя. Общий итог игры. Команда КВН «Вот так» 5 баллов ровно. Команда КВН «Золотая десятка» 5,3 балла. Команда КВН «Гусиноозерск» СОЖ-4 5,8 балла. Команда КВН «Бухлер» 6 баллов ровно. Третье место. Команда КВН «Миденс» 6,3 балла. 6,5 балла команда КВН «ДНК». 6,7 балла команда КВН «Тигр». Таким образом, Пурбо, объяви, пожалуйста, имена 4 финалистов сезона школьной лиги 2018-2019. Финалисты. Команда КВН «Бухлер», Оранжевская средняя образовательная школа. Команда КВН «Миденс», Цидок. Команда КВН «ДНК». И команда КВН «Тигр». Вот так бывает в этой замечательной игре под названием КВН. Бывают самые неожиданные, самые разные результаты, но я вижу, что жюри хочет взять слово.